Несмотря на столь позднее подключение нашей страны к престижному движению, уже есть хорошие показатели, и связаны они в том числе и с сибайскими студентами. В 2014 году трое учащихся многопрофильного профессионального колледжа уже участвовали в компетенции архитектурная обработка камня. Тогда удача была на стороне Дениса Потапцева, который занял первое место. Евгений Никифоров стал третьим. В прошлом году 19-летний Женя в номинации «Камнетесное дело» по специальности декоративно-прикладное искусство и народные промыслы занял первое место и получил золотую медаль престижного чемпионата. Для Евгения Никифорова это была вторая попытка покорить национальный чемпионат России по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills 2015, который проходил в Казани. Участвую в национальных чемпионатах России WorldSkills по компетенции камнетесное дело уже 3 года, начиная с первого чемпионата, это в Тольятти, и по настоящее время. В этом году будет проходить 4-й национальный чемпионат в Москве, Крокус-Сити. Будем представлять тоже Башкирию на национальном чемпионате. Также наша компетенция заявленная на европейский чемпионат. Это пройдет в Швейцарии, в Гетеборге. Поэтому будем пытаться. Начинаем активно развивать движение WorldSkills в Республике Башкортостан. И поскольку Сибайский многопрофильный колледж является одним из пионеров движения в республике, имеет наиболее серьезный опыт участия во всех соревнованиях, в том числе и международных, то это первое такое у нас зачин мероприятие в республике, где по отдельной компетенции, в данном случае по архитектурной обработке камня, собираются те, кто интересуется и собирается участвовать в соревнованиях, уже наращивать свой опыт и мастерство. И на базе колледжа как раз планируется, вот сейчас уже организуются группы, будет проводиться обучение. В мае в Москве состоится российский этап чемпионата WorldSkills International. Республику будет представлять сборная команда, состоящая в том числе и из сибайских студентов. Обучение и подготовка к столь престижному мероприятию проводится на базе многопрофильного профессионального колледжа. Здесь накоплен богатый опыт, которым сибайцы поделились и с гостями. На глазах экспертов и зрителей простой кусок известняка превратился в художественное произведение. Чистота поверхности, соблюдение размеров, глубина рисунка – главные критерии выполнения конкурсного задания. Зрелище действительно увлекательное, ведь победители этих соревнований во всем мире считаются специалистами высшей квалификации и имеют возможность трудоустройства на любых предприятиях мира с неоспоримым конкурентным преимуществом. В век, когда в обществе наблюдается нехватка именно рабочих кадров, данная тема очень актуальна. Дело в том, что сейчас у нас в системе среднего профессионального образования происходят очень значительные изменения. Не только на уровне региона, скажем, нашей Республики Башкортостан, но и на уровне Российской Федерации, в том числе на международном уровне. Цель проведения подобных мероприятий заключается в том, что сегодня не только сама профессиональная образовательная организация осуществляет подготовку. Сегодня активным заказчиком и участником процесса подготовки квалифицированного рабочего является сам работодатель. И подобное движение, о котором сегодня идет речь на нашем, скажем, зональном семинаре совещания, безусловно, показывает то, о чем сегодня необходимо говорить. Это об организации тесного взаимодействия и тесного сотрудничества рынка труда и наших профессиональных образовательных организаций посредством участия в подобном международном движении. В работе семинара приняли участие преподаватели, мастера производственного обучения из Зауральского агропромышленного колледжа, Сибайского колледжа строительства и сервиса, Башкирского архитектурно-строительного колледжа. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы о развитии движения WorldSkills в России и республике путем обеспечения специализированных центров в соответствии с требованиями WorldSkills. Елена Афанасьева, Гульхамитова, Дамир Хайбуль, Гульгина Раскильзен, телекомпания СТВ.